Для многонациональной Российской Федерации, в которой проживает 193 народа, языковая политика и национальная политика являются важным аспектом целой национальной политики Российской Федерации. Решение этой проблемы – это не только сохранение этнокультурной идентичности народов Российской Федерации, но и укрепление государственности и федеративного устройства нашей страны. Эта проблема, национально-русское двуязычие, имеет два разновекторных направления. Во-первых, необходимо, чтобы все население государства хорошо владело и знало государственный русский язык, и в то же время каждый народ сохранял свой язык и говорил на своем языке. И решение этих задач встречает достаточно много трудностей при ее реализации. Об остроте данной проблемы говорят проблемы в регионах, когда некоторые общественные организации предъявляют претензии к системе образования о недостаточном обучении русскому языку школьников, а в других сообществах, наоборот, предъявляются претензии к школе, что игнорируются права некоторых этнических сообществ по обучению их родным языкам. Об остроте данной проблемы говорит тот факт, что в июле 2017 года Владимир Владимирович Путин, выступая в городе Йошкар-Олу на заседании Совета по межнациональным отношениям, вынужден был вмешаться и прокомментировать ситуацию по языковому образованию, когда он проговорил о том, что русский язык – это язык нашего государства, который должен каждый знать, и в то же время конституционное право каждого человека знать свой родной язык. Но заставлять обучать неродному языку, в общем-то, это не совсем правильно. Исходя из этого, можно сделать вывод, что проблема обучения родным языкам и русскому языку у нас на законодательном уровне и на уровне ее реализации, в общем-то, до конца и не решается. Если вспомнить историю, то проблема обучения родным языкам постсоветской нашей Российской Федерации решалась путем принятия нормативных правовых актов. В первую очередь, это Конституция Российской Федерации, во-вторых, закон о языках народов Российской Федерации, а дальше уже региональные законы, соответственно, в республиках. Это свои конституции и свои законы о языках народов конкретной республики. В то же время региональное законодательство обладает определенной вариативностью. Есть республики, в которых национальные государственные языки, то есть в республике, допустим, Саха-Якутия – это якутский язык, в республике Башкортостан – это башкирский язык и так далее. Они имеют такие же права на территории республики, как и государственный русский язык. И поэтому в этих республиках республиканский государственный язык был провозглашен как язык, который должен изучаться в школе как обязательный. А есть республики, в которых государственный республиканский язык должен был изучаться добровольно. Это республики такие, как Башкирия, Хакасия, Тыва, ну и позже присоединившиеся к Российской Федерации, это в республике Крым такой же закон был принят. И получается, законодательство регионов достаточно серьезно отличается друг от друга. И в результате единого подхода, единой модели реализации языкового образования Российской Федерации, в общем-то, и нет. Если вспомнить еще раз историю, то, конечно, принятие нового законодательства Российской Федерации расширило возможности народов России изучать свои родные языки. Если Советский Союз, школа советская закончилась тем, что в Российской Федерации изучалось 44 языка, то уже с новым законодательством количество языков, изучаемых в Российской Федерации, увеличилось до 80. Если на языках народов Российской Федерации в 90-х годах использовалось 18 языков, то уже в 2000 году 33 языка в школах использовалось. И либерализация закона, и национальная политика, которая провозглашалась институциализацией многонациональности, привело к тому, что, в общем-то, языки народов Российской Федерации в системе образования были хорошо представлены. Однако следующий этап реформирования школьного образования на основе изменения национальной политики с принятием нового законодательства, стратегии национальной политики Российской Федерации, в котором было провозглашено, что в Российской Федерации уже ставится цель формирования и развития единой российской нации,
начало приводить к изменению законодательства Российской Федерации. В первую очередь были изменены государственные стандарты Российской Федерации, когда из школьных стандартов убрали национально-региональный компонент, в котором обязывалось изучение в школе обязательно элементов культуры народов, языка народов. Это было закреплено позже, в 2012 году, новым законом об образовании Российской Федерации. И в конечном итоге это стало приводить к тому, что национальные языки из школ стали потихоньку как-то вымываться. Если я уже проговаривал, что в школах в нулевых годах у нас изучалось около 80 языков, то в сегодняшнее время, по данным 16-17 учебного года, в Российской Федерации в школах изучается 71 язык. И если языками обучения было 33 языка, то теперь оно уменьшилось до 29. Но это одна сторона языкового образования. Вторая сторона – то, что выбор языка обучения стал зависеть от выбора родного языка родителями и школьниками. И это стало приводить к тому, что в общем количество школ, в которых обучают родными языками, и количество языков, которые изучают, стало сокращаться, и школьники стали в определенной степени отказываться от изучения своих родных языков. И в среднем по стране количество школ, в которых преподаются родные языки, сократилось на 25%, количество школьников примерно такое же количество и стало уменьшаться. При этом, если в национальных субъектах федерации практически население, в общем-то, за последние годы увеличивалось. То есть картина такая демографическая, если позитивная, то количественные характеристики изучения родных языков стали, скажем, в отрицательную сторону двигаться. Это, естественно, всех беспокоит, но в то же время беспокоит и такой момент, что язык стал вопросом конфликта народов внутри республик, особенно в таких республиках, как Башкортостан и Татарстан, когда общественность, русскоязычная общественность обращалась в правительство, что школьники, русскоязычные школьники, русские школьники получают недостаточно хорошее образование по русскому языку из-за того, что они вынуждены изучать татарский язык. Вот эти все конфликтная ситуация завершилась тем, что в Госдуму Российской Федерации вот буквально в последние месяцы поступил законопроект, который назывался «О внесении изменений в Закон об образовании Российской Федерации», который напрямую касался изучения родных языков и изучения русского языка как государственного языка. Этот закон, в каком бы виде он до конца не был бы утвержден, а, по-видимому, до начала учебного 2018 года он будет утвержден, провозглашает два момента обязательно, что родной язык все школьники должны изучать обязательно, а второй момент – в число родных языков включили русский язык. То есть ввели новое понятие правовое поле – русский язык как родной, помимо русского языка как государственного. И школьники, и их родители несовершеннолетних школьников должны будут выбирать, какой язык для них является родным. И, естественно, есть опасения, что из-за того, что последние 2 десятилетия была такая тенденция, что школьники национальных регионов в большей степени все-таки двигались в сторону русского одноязычия в какой-то степени и, в лучшем случае, русско-национального двуязычия, то есть опасения, что для, скажем, хорошей подготовки к единым государственным экзаменам, возможно, многие школьники просто будут выбирать русский язык как родной. И тогда тенденция изучения родных языков, она опять станет изменяться в худшую сторону. И, естественно, та ситуация, которая беспокоит общественность, с одной стороны, действительно по поводу русского языка, а русский язык как государственный язык действительно должен изучаться всеми школьниками. И второй момент, что единый государственный экзамен по русскому языку – это действительно возможность поступления в вузы, возможность хорошего образования, то на него обращают в первую очередь. Ну а родной язык – это, в общем-то, язык этноса, который человек изучает, исходя из своих представлений о том, как он себя сам определяется. Он тоже должен изучаться. Но, с другой стороны,
тенденция в нашей стране такова, что этноязыковая ассимиляция как в советское время, так и сегодня продолжается. Об этом говорят достаточно большое количество фактов. В первую очередь, этноязыковая ассимиляция сильно коснулась народов, которые длительное время контактируют с русскоязычным населением. Это, первое, финно-угорские народы. На сегодняшний день среди них такой народ, как карелы, допустим, уже 70% населения признают родным русский язык. Среди сибирских народов картина немножко другая. Среди якутов около 95% населения признает свой якутский язык родным. И поэтому здесь, в общем-то, опасения, этот закон вызывает меньше опасений. Но есть народы, допустим, хакасы, среди которых уже 60% только признает хакасский язык родным, а 40-43% признают русский язык родным, то здесь ситуация вот с введением этого закона может эту ситуацию ухудшить. Та же самая картина, немножко получше среди алтайцев. Но единственное, что среди народов Российской Федерации этноязыковая ассимиляция пока держится на одном уровне, это народы Северного Кавказа. Ну и к ним можно еще отнести тувинцев, которые наименее контактируют с русскоязычным населением, потому что это тувинское население доминирует в своей республике, и, в общем, в силу географических, исторических обстоятельств этноязыковая ассимиляция пока, в общем-то, их не затронула. И поэтому сегодня можно признать, что введение этого закона вызывает большие опасения, что языковая ситуация в школах может ухудшиться и пойти в худшую сторону. Ну и главный механизм, с моей точки зрения, решения этой проблемы – это, естественно, разработка стратегии и научного обоснования преподавания родных языков в системе школьного образования, когда будет отработан механизм, который позволяет действительно хорошо изучать государственный русский язык и не только даст право этносам Российской Федерации изучать свой родной язык, но и создаст экономические, социальные условия и, в общем-то, и психолого-педагогические условия, чтобы школьник с большим удовольствием, без ущерба для остального образования изучал не только свой родной язык, но и культуру. Но вот над этим, по-видимому, в ближайшее время как политикам, так и ученым придется много работать для того, чтобы в рамках российского законодательства найти возможность, механизм решения этноязыковых проблем, проблем обучения родным языкам в школьном образовании.